Друзья, всем привет! В эфире передача «Испытано на себе». Я Руслан Ачиров. И сегодня у нас будет достаточно интересный выпуск. Сегодня я испытаю на себе настоящую горную рыбалку на настоящей горной реке. Чтобы добраться далеко, нужен вот такой вот вездеход. Испытано на себе. Мы едем в увлекательное путешествие на вездеходе. У нас Петрович и Нива Бронта, Марш 1. Подробно расскажем, как происходит рыбалка на горной реке. С нами Валера Бадоев из Нерюнгри. Друзья, привет. Евгений Морозов за рулем. Для себя рыбалку на горных реках я открыл относительно недавно. И думаю, со мной многие согласятся в том, что этот вид рыбалки очень сильно затягивает, потому что дарит незабываемые эмоции. Это и хороший клев, красивые места, преодоление перекатов и порогов. В общем, все составляющие отличного активного отдыха. Вездеходы на шинах низкого давления как нельзя лучше подходят для зимней горной рыбалки, потому что путь таит в себе наледи, пустоты и полыньи. Итак, мы с вами отправляемся на горную реку Тукулан. Машина застряла в снегу. Сейчас поможем. Да, надо помочь. Нужно помогать на трассе в любом случае. Вот дорога. Вот эта дорога. Кучави, Бяли, Малда. К вечеру мы добрались до реки Алдан. Сейчас около 6 вечера. Впереди нас еще осталось несколько километров пути, но они такие непредсказуемые. То есть нужно пройти по самой реке. Если там замело, то придется бить дорогу. Вот. Но сейчас хотелось бы промежуточный итог подвести такой по Петровичу, по этому вездеходу. Я был в нем в качестве пассажира, ехал в течение дня. И надо сказать, что, во-первых, машина очень комфортная. То есть не трясет, очень мягко идет. Кочки, ямы, какие-то такие неровности дороги просто проглатывает. Да, мы сейчас идем по Кангаласской переправе зимней. Вот такие, наверное, кто ездит, знает, какая здесь дорога. Такие трещины, выбоины. Петрович идет на больше, чем метровых колесах и как будто плывет по воде. Все это достигается тем, что у него независимая подвеска, соответственно, установленные колесные редуктора. Колеса большого диаметра 1300 на 700. Каждое колесо, по словам Евгения, хозяина автомобиля, поднимает, получается, водоизмещение 800 килограмм. То есть, может держать 800 килограмм на плаву. Плюс, как вы видите, вот здесь видно пороги. Это не просто пороги, это как бы все защита полностью дна автомобиля. Оно выполнено в виде баков плавучести. Внутри плотный пенополистирол, и, соответственно, это еще прибавляет плавучесть автомобилю. Автомобиль сейчас загружен, колеса накачаны практически под максимум, 0,55 атмосфер, как бы можно качать до 0,6. Подкачка колес из салона, соответственно, можно производить 2 лебедки установленные, хороший багажник, люк. Ну и втроем очень комфортно ехать. Четвером тоже можно, то есть как бы без всяких проблем. Очень интересное расположение водителя, то есть он находится посередине автомобиля, достаточно так непривычно, я бы так сказал. Внутри установлен нивовский двигатель 1.7, в комплектующие все там от Газели, от Жигулей, в общем, можно все найти в обычных автомагазинах. Нивовский шрус. Валерий Бадоев сейчас там тоже изучает, залез на автомобиль. Нам осталось проехать несколько километров, как я уже сказал, по реке Алдан до базы. Сегодня мы там переночуем, и завтра будет очень интересный день, потому что мы будем подниматься по самой горной реке до практически, в планах дойти до Верхоянских гор, до начала Верхоянского хребта.
Сейчас мы уже идем по реке Алдан. Бьем новую дорогу, то есть дорогу замело, та, которая была здесь. Очень редко здесь ездят машины. Машины, наверное, вообще не ездят, да? Только вездеходы. Только вездеходы. Сейчас более низкое давление, 0,4 в шинах. Красивый закат. Я попутал вообще. Это вообще вот этот медвежонок, он это очень актуально. И как теперь ночью выходить в лес? Так, у нас спор. Я поставил на минус 15 градусов. Женя поставил минус 21. Так, Валер Валерьевич сказал... поставил 20. Сколько? Вы чуть не загораживаетесь. 15, да? И будет видно. Минус 15,5. Так, ну что, мы сейчас будем готовиться ко сну. Петрович там, у него 2 басты, салонные для двигателя. Ниву поставили в гараж, затопили печку. То есть может придавить сегодня. А так, в принципе, уже весна. В детстве так делали. Опа! Кто так делал в детстве, ставьте лайки. Наступил второй день нашей поездки. Сегодня мы очень хорошо выспались на базе, в теплом балке. То есть этот вагончик, это еще такой советский военный вагончик, очень теплый. Печку затопили буквально, наверное, только где-то в районе 5 утра понадобилось закинуть туда дрова снова. Ночью было минус 20. В принципе, очень радостно, что зима отступает. Сегодня, скорее всего, будет хороший солнечный теплый день. И нам нужно прорваться по реке Тукулан. Что там? Непонятно, неизвестно. Может быть, все что угодно. Сейчас грузится прицеп, как вы видите. Еще чуть дальше загружаем вещи в Петровича обратно. Чуть-чуть перебуториваем груз. Распределяется между прицепом и автомобилем, между вездеходом. И скоро поедем. Наше детство. Как мы катались. О, мастер. Цепляет. Да, не все так просто, как кажется с первого раза. Вот сейчас на пониженной, на всех блокировочках, спуская давление в шинах примерно до 0,4-0,3, будем прорываться. Надеемся, что за нами по нашим следам поднимется второй вездеход «Марш». Куда мы заехали? Только что провалились. Жестоко, очень жестоко. Там льда нету. Давай, Женя, назад. Да, это было жестоко. И посмотреть, насколько глубоко можно упасть, провалиться. Такие
такая вот глубина снега. Ты что, до сих пор играешь в эту игру? Валера? Да нет, 1000 раз удалял уже. Ты же тогда, Да. ты там не же играл. О, насколько удобный салон. Валера там как на перине, да? Да, прикольно. Мы идем где-то около 40 километров в час. Петрович вышел на глиссер по снегу. Рыбы нету? Видишь? Здесь. Ко мне! Дик! Ко мне! Все, он пошел обратно. Дик, иди сюда! Дик! Друзья, мы добрались до места стоянки. Перед этим в паре километров отсюда на ходу остановились, пробурили лунки. Воды там совсем было очень мало. Затем проехали чуть дальше, и вот здесь видно такая проталина. Здесь достаточно хорошая яма. Опустили камеру, посмотрели. Там есть рыба. Решили сделать табор здесь. Правильно? Вот такие вот пилеты. Посмотрим, как они работают. По отзывам очень хорошо. Лагерь наш состоит, соответственно, из 2 вездеходов и большой палатки. Вот ты свою эту мормышку видишь же? Вот видишь она? Вон она. Вижу. Вот ей надо вот так вот играть. Видишь? Ой.
Туда-сюда. Привлекать внимание. Потом, когда подходит, вот так. Быстрее. Ну, нет, медленно. Ну, то есть, подыгрываешь. Она, видишь, там в воде чуть-чуть так трясется. Вот так. Вот. Раз, 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 вот так. Давай, пробуй. Еще смотри. Их прям косяк, видишь, смотри. Так, все, Смотри, закинь. смотри, видишь, вон. Вот. Вот сейчас ты скинул. Сейчас не вижу. Да, вот сейчас камера на дне. Оп. Вот, оп, сюда подплывает. Возле камеры. Вот прям возле камеры. Опа! По камере он больше. А? По камере он больше. На камере больше, да? Первый хариус в этом году. А это не сильно маленький? Хариус. А? Хариус. Смотри. Это хороший. Хороший? Валера тут уже набил. Круто, круто, ребят. Друзья, смотрите, какой красивый. Смотрите. Ай, красивый какой, да? Угу. Смотри, мормышка какая. Смотри, какая она. Красивая, яркая. Сразу закинул и сразу же взял. Прикинь. Сейчас еще раз сделаем. Смотри. По-моему, еще есть. Это, короче, называется в приглядку. Смотри-ка, не взял. А почему не взял? Он под водой такой огромный кажется. Он реально огромный кажется. О, два. Подошли два. Вот они. Смотри. Смотри, вот они. Надо опарыша, надо этот. Надо. Давай, иди сюда. Смотри, что творят. Вот сейчас время самое клево. Я так думаю, надо поменять мормышку. Вот сейчас бы был бы опарыш, мы бы сейчас набили бы. А мы сейчас сделаем вот так. Вот так мы сейчас сделаем. У меня все удочки, они уже готовые. В принципе, вот так делаешь, не забывай. Вот так раз подводить. И вот смотри. Вот чуть натянул, все, достаточно. Поставили сюда. Ищем, что нам более-менее выгодно. Смотри, мы можем взять большую с красной оплеткой. Клеваешь. Красный хвостик. Он у меня подмерз. Мы его чуть-чуть. Слышал, да? Угу. Мы его чуть-чуть. Оп. Окс. Уху. Причем хороший. Ну. Прям хороший. Друзья, вот он тукуланский хариус. Наконец-то крупняк. Прям вот реальный крупняк. Руся поймал. Красавчик. У меня поменьше были. Ну вообще молодец. Мормышки отработали. Он такой сиреневый, такого с отливом. Но это же горный. Это горный, Руся. Красота, да? Да, вообще. Кайф. Класс. Сидели в палатке. Под нами тут, смотри, вот трещина. Такой хруст пошел. Вот трещина, да? Не, а вот здесь видел трещина у нас.
Ну что, утро третьего дня нашего пребывания на рыбалке. Мы находимся на реке Тукулан. Сейчас идет подготовка вездеходов. То есть мы разгрузили вездеход, прицеп оставляем, выгружаем. Выгружены уже все вещи. Все находится в палатке. Палатка остается здесь. Мы двигаемся далее. Будем уже налегке, как бы будет легче преодолевать различные препятствия. И, соответственно, будем рыбачить, бурить лунки, забуриваться, смотреть. В общем, самая активная часть нашей поездки только начинается. Вчера было большое количество наледей. Вода летела во все стороны. То есть сейчас Евгений обстукивает все узлы, которые забиты льдом, для того, чтобы все хорошо функционировало. А этот снег, он моментально же водой, воду в себя взял. Впитал. Да, впитал и начал тонуть. Ого. О, это вообще ничего себе. То есть она начала прям у него погружаться. И вот за счет того, что баки плавучести, она начала только держаться за счет этого. То есть он не почистил снег? Да, он вот снег сюда. не изнутри, не снаружи, она была вот так полностью покрыта снегом. И она резко впитала воду. Прям резко. И все, и он начал тонуть. То есть у него машина, она, допустим, вот у нее должна быть, она плавать вот так, ну максимум. Вот, она у него начала погружаться. То есть погрузилась до вот этих пор. Чуть ли, ну, то есть, короче, двигатель чуть не утопил, все. Он его заглушил, потом они его лебедками зацепили Надо срочно. и вытаскивали. Надо срочно. Поэтому Это надо мое колесо. А, понял. Это мое колесо. Руслан занимается специальной расчисткой колеса. После таких историй. Здравствуйте. Можно пару Здравствуйте. шаурмы? 2 шаурмы. Мы специально для вас приготовили эксклюзивное меню. Настоящие русские пельмени. Ну что, у нас немного изменились планы. Было решено за завтраком, что мы соберем все вещи, полностью весь лагерь собираем и идем еще выше. Вот здесь с утра половили, что-то особо рыбы нет. Дальше еще более перспективные места есть. Сейчас, получается, под коренным мы будем пробовать забуриться. Там есть интересная ямка. Обычно там стоят линки. Но посмотрим, так ли это. Проверим. Как говорится, испытано на себе. Да, попробуем. Под самый лед, ну под самую лунку. Раз, и все. Он повыше стоит. Скорее всего, свет появился. Видишь, и за счет солнечного света играть ничего. Валера Хариус, да? Кажется, ага. Ну что, хороший такой. Смотри на какую, главное. Смотри. Вот то, что Снеленгри привез, вот эту голубенькую, синенькую. Мне Дима Муковязов сказал, ты только ее никому не давай. Хороший хорезок. Класс. Наплавилась. Ну-ка. Ну-ка, давай. Есть. Пахнет. Дымится. О. Горячий? Горячий? Замкнуло. Через сколько их там? Мы, короче, включили камеру, чуть-чуть ее починили. Замкнули проводочки. Ну и теперь она встала. Ну вот они. Смотрите. Так. Давай я приподниму. Клюет? Нет. А, да? Маленький. Так, прошел где-то час-полтора. Мы вот на этом месте забурили несколько лунок. И за это время Валера вообще начал уже в 2 удочки рыбачить. Вот его улов. Харилузочки, ленок. Оп, 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 оп. Есть. Есть. Валера, прокомментируйте ваш улов. Так маленький леночек. Он так резко дернул, что это. Испугался? Я думал, сейчас удочка поломается. У Жени интересный способ ловли. Женя, прямо в лунку видно, да, все? Да, конечно. Харю.
маленький. Красавчик. Вот такие здесь леночки на Тукулане. Интересные. Ну, прикольно, как говорили. Огонь. Вот такой вот ленок. Червя сожрали. Смотри-ка. Пусто. Ладно, попробуем на мормышку, да? Богатенький. Оч, тихо. Маленький. О, какой хороший. Смотри. Да, Класс. четко. Смотри, какой. Клевый же. Харрис. О. Сейчас нельзя не воспользоваться моментом, попробовать рыбалку с видеокамерой. Берем видеокамеру, опускаем вниз, накидываем плюсовую клемму, подкладываем снег под экранчик. Камни вижу. Камеру повернем на мормышку. Опа! Кто-то там интересуется. Вот рыба, смотри, вон. Опа! Есть. Так, продолжаем. На камеру-то веселее. Ну, хоть видно, что там есть движение. Такая вот не могу найти. Уже что ли? У-ху! А мне кажется, камера привлекает рыбу. Они сразу видят и на нее плывут, и этого хватает. Но можно даже камеру не включать. Она же как рыба выглядит. Вот, прям вот подо мной сейчас. Они прямо к камере подплыли. Опа, оп. Есть. Опа. Ты видел сам лично? Ушел. Кабанчик целый. Ты же сказал, пошел отдыхать. Да, я пошел отдыхать. Хорошее место. Так, ну все, мы закончили. Сейчас немного перекусим и поедем дальше на новую базу. Так, мы потихоньку подходим к Верхоянским горам. Все ближе и ближе. Очень красиво, непередаваемо. Погода супер. Где-то градусов, наверное, не знаю, 5-10 может быть. Вот такая вот дорога. Мы идем по реке Тукулан. Еще идти где-то около 15 километров до очень перспективного места. Там должна быть рыба. Какая красота!
мне кажется, мало на какой технике можно делать такое. Это Петрович. 1,30 м колеса. Двигатель от Нивы 1,7. Творит чудеса. Мы спокойно едем внутри салона. Как видите, тепло, уютно. Вот эта техника. Опа! Ну, по линейке, по идее, надо делать. А вот здесь. Да. Одно что поднять. Итак, это первый улов на этом месте. Ну, одна лунка у нас пока рабочая. Здесь у нас будет 5 лунок. Сейчас такой неоднозначный процесс. Вот так вот. Сейчас закажем вывоз снега. Чистейшая вода. Ну что ж, дорогие друзья, приехали мы до долгожданного места. Вот. Сейчас мы решили запустить камеру. Всем привет. Давай. Друзья, всем привет. Ты как черепашка-ниндзя. Вот эти лунки будут хорошие. Вот прошел. И налим. Просто вкусно. Просто вкусно, да? У нас первый хариус в палатке. Из И горизонтального сразу положения. результат очень Да. большой. Лежа на раскладушке был пойман хариус. Хороший. У нас 5 лунок. Раз, два, три, 4, 5. Там готовится ужин. Там топится печка. Да. Это уже второй налим. Третий. Третий налим. Так, у нас сашими из хариуса. Домашние котлеты. Макарошки. Женя только что котлеты приготовил. Вот, пожалуйста, друзья, с макарошками сегодня забабахаем. Ну и, конечно же, мой любимый сашими, как я люблю его делать, из свежего хариуса, только что выловленного. Всем доброе утро. У нас прошла 3-я ночь. Ну, на реке тут вторая. На реке 2-я. Приехали мы, по-моему, в сам Верхоянск, потому что сегодня ночью было очень холодно. Все видно, что все стенки вот так вот обморозились. Лед. Сейчас пришел Женя. Женя, как спал? Отлично. Вибаста, да? Баста. Сейчас у нас 5:30 утра. Печка, короче, почти каждые 2 часа съедает. Да, это причем ты просыпаешься от холода, короче. Опа. Оп, сорвался. Ух ты. Надо вставать. Вот так. Видите? А я вам говорил, кто рано встает, тому Бог подает. Да-да-да, все, встаю. Вот так вот Валера даже зубы не почистил, сразу удочку и рыбачит. Залипать что начал. Этот клев, да?
Доброе утро. Сегодня ночью было очень холодно. Использовали 3 пачки пеллетов. Это 30 брикетов. Поэтому сейчас поехали за дровами. Магазин. Средний расход был 2 пеллета в час, да? 2 пеллета в час. Вот такие вот тут еще ночи. Сейчас в Якутске там ночью 0 градусов, а здесь минус 30 по ощущениям. Так, ну все, дрова готовы. Надеюсь, сегодня будет гореть подольше печка. Вон, смотри, плывет. Ты видел? Смотри. Во. Давай, держи свою штуку. Давай. Тихо, не стучи. Не, нормально, ты не Испугал бойся, ее? она не пугается. Оно уплыла. Ты видишь, что происходит? Сразу на еду, да? Ну, то есть, работает. Муть, когда создаешь. Ой, еще один. Кому идет? К тебе. Че у вас? Смотри. Нет, к тебе. Что у вас? Хариус, Давай. ленок? Давай. Хариус, ленок. Кому? Не знаю, подожди. Харис, по-моему. А вот ко мне подплывает. А что ему не нравится? Это мужчина. Это лунка занята. Мужчина. Это рыбалка с видеокамерой оказывается вообще как Где-то вот там. остросюжетный фильм. Вот там где-то. Так, есть один. Классная же мормышечка. Такой он у нее вчера наловил. Налим, да? По дну идет. Не пошел уже, не стук. Такой стук он слышит, да? Да, конечно. Стукнул, приподнял. Стукнул, приподнял. Ну что, в копилку уходит налим. Первый раз в жизни поймал налима. Так, главное, чтобы не отцепился. Такая вот интересная рыба. Такой мясистый. Тихо. О, блин. Так, ладно, выключаю камеру. Давай. Что-то я движение делаю, она уходит. Сейчас. Ой, давай. Конфетку. Третий заход делает. Вот такой красивый хариус. Рыбалка продолжается. Вот такая вот красота вокруг. Вот. В этом месте у нас в основном налим, хариус, ленок есть, но как бы в основном видели его по камере только. Он здесь почему-то не клюет. Вот. В основном хариус здесь берется вот на такие вот мормышки. Это Валера привез с Нерингри. Вот без всяких опарышей, без ничего. Хариус очень хорошо на той яме отловили. Здесь тоже я вот на эту поймал уже где-то 4 хариуса и 1 налим. Так, ну мы сегодня собираемся сниматься с лагеря, и тут стала прибывать вода. Уже какая 5-литровка? 20-я. 20-я, не помогает. Надо быстрее вещи собрать.
Пока не утопило нас. Место, которое мы покинули, казалось очень перспективным в плане рыбалки, но на деле все оказалось не так. Мы приняли решение вернуться на предыдущее место, где был хороший клев хариуса, и выдвинулись в путь. Бесподобные виды Верхоянских гор и красоты горной реки завораживали. Когда за окном проплывал очередной красивый пейзаж, каждый из нас хотел его запечатлеть на фото, и иногда получалась вот такая картина. Друзья, мы сейчас вернулись на предпоследнее место нашей стоянки, где мы ловили хариусов. Давайте я вам кое-что покажу. Я думаю, это отличный показатель, то, что это место очень и очень хорошее. Как рыбалка началась. Вот так можно рыбачить без видеокамеры. Класс. Нет, они меня живут. Хариус, огонь. Ну что, друзья, мы сейчас прибыли на предпоследнее место нашей стоянки, там, где мы ловили хариуса, и сегодня будет рыбалка здесь, и вечером здесь, и завтра тоже здесь. Валера, как настроение? Настроение клевое, в прямом смысле этого слова. Мой небольшой улов за это время. Сейчас уже время обеда. Будем расставлять палатку, готовить обед. И потом продолжим рыбалку. Вот такой план. Так, чуть-чуть не успел на установку палатки. Я, кажется, понял их план. Они хотят рыбачить прямо изнутри. Ну что, мы в очередной раз поставили палатку, на этот раз на очень хорошем месте. Сейчас все профессиональные рыбаки рыбачат, отводят душу. Я тоже порыбачил, мне очень понравилось. Но сейчас еще главное, это, конечно, подкреплять силы для рыбалки. Поэтому я дежурный по кухне. У нас сегодня в меню предварительно вареники с картофелем, котлеты жареные с картошечкой. Картошка готовится. И тут Женька вытаскивает вот такого монстра. Ну сколько? Грамм 800. Поздравляю, Женька. Красавчик. Жо, посмотрите. Скажи твою коронку. Я работаю на качество. Исключительно. Ай, красавчик, вообще красава. Жень, дай я тебя сфотою. Друзья, сейчас рыбалка в палатке. Здесь 5 лунок просверлено. Вот. Пожалуйста, хариус. Прямо
грубо говоря, кушал картошечку, посмотрел, тихо, посмотрел в лунку, смотрю, там что-то плавает, тень прошла. Чуть подергал мормышку и вуаля. Класс. Рыбалка мечта. На чё клюет? Вот такой подвид усинки, обращаю внимание, брюшко салатового цвета, а здесь как божья коровка с лиловым, черные точки и обязательно кончик, хвостик красный, ну с подмоткой. Это самое рабочее, да? Ну, у нас в Нерюнгри так, по крайней мере. А здесь? Ну, у меня есть ряд, которые, они все однообразны, тут цветовая гамма только у них меняется. А здесь можно выделить какой-то основной такой рабочий цвет? Ну, вообще, по идее, ловится все абсолютно. Смотрите, вот у меня клюет, да? Вот клюет. Только закинул и уже клюет. Ну, я так думаю, сейчас пока мелочь подошла. Почему? Потому что время сейчас не клевое. В любом случае, нам еще как минимум до 6 приблизительно перед закатом нужно будет садиться. А сейчас это так, чисто провести время. Ну, хорошей рыбалки. Спасибо и вам. Спутниковый телефон в такого рода поездках просто необходимое устройство. В первую очередь он необходим для экстренных случаев, а также полезен для того, чтобы уведомлять родных и близких о ходе поездки, чтобы они не беспокоились. В нашей команде телефонов было 2, и один из них заслуживает отдельного упоминания. Хороший телефон, между прочим. Друзья, обратите внимание, телефон Телит какого года? Горбатов. Подожди, мне 50 лет было, я не помню. 15 лет назад. 15 лет этому телефону, работает исправно. Вот такие И технологии. говоришь, как будто дома, да? Но вода настолько прозрачна, что можно без видеокамеры, смотря в лунку, наблюдать за процессом. Я рыбки поймал. Вот такой стиль ловли. С утра был небольшой клев. Сейчас по камере. Сейчас по камере видно большое количество рыбы. Вот. Хариусы. Мир хариусов здесь. Но они почему-то прикормку хорошо едят, а вот мормышку не хотят брать. Че, Русь, поймал что-нибудь? Нет. Сейчас наступил момент, когда рыба немного отошла от нашего места. Попробуем проверить один небольшой способ. Вот такую берем джиголовку и будем бить по дну, поднимать немножко муть, и теоретически рыба должна подойти. Вроде работает, сразу подошли мальки, потом подошла и рыба покрупнее. Но уже другое дело, это ее надо, конечно же, поймать. А вот время, видимо, не совсем клевое. Ну ничего, подождем. Ну что, сейчас уже время ехать на базу на реке Алдан. Но знаете, что произошло? Начался клев. Вот. Как раз Нерюнгринский мастер ловит в 2 удочки. самое время собираться ехать обратно. И тут в обеденное время, как всегда, у рыбы начался жор. Скорее всего, это перед бурей. Вот в той стороне Алдан, там уже все заволокло тучами. Начал шуметь ветер. А нам двигаться до базы около 70-80 километров.
сильный снег. Колея сливается. Женя в очках. Да, я даже в очках-то ее плохо вижу. Вот наша дорога, которая... Она потихоньку, несмотря на то, что колея очень глубокая, она вот практически уже исчезает. Сливается. Очень плохо видно колею. Вот. Но, тем не менее, хорошо, что записали трек сюда. Иногда, когда через наледи проходим, то хоть какой-то ориентир есть. То есть, если с трека уходишь, то там сигнализируют часы, и по навигации идем, двигаемся дальше потихоньку. Дальше уже находим на берегу нашу старую колею. Вот, Дик бегает. Очень хорошо видно его на белом снегу. За несколько километров до базы у Нивы случилась поломка шкива помпы, и дальше продолжать движение она уже не могла. Ниву зацепили за Петровича и продолжили путь. Буксировка давала достаточно сильную нагрузку на вездеход, но в некоторых сложных моментах Ниву заводили, и она помогала двигаться дальше. Ушел. Сейчас на карту переключусь. Ты обратно поехал? Обратно поехал? Да. На север. Да. Разворот. Усложнялось еще все тем, что наступила ночь, и еще вдобавок к этому трек, который я начал записывать чуть позже старта, заканчивался, и далее, чтобы найти дорогу, нам даже пришлось выйти из вездехода на разведку. Но, найдя наш путь, мы снова продолжили движение до базы. Мы добрались до базы на реке Алдан. Вот. Петрович вывез Ниву по бездорожью, по снегу, по полыньям. Техника отвечает. Ну что, сейчас прицеп был оставлен там, на трассе. Скорее всего, уже завтра утром съездим за ним, заберем и уже поедем обратно в город. Так, вот он, герой вчерашнего дня. Получается, отлетела гайка, да? Шкив. Оборвало, видишь? Ухи вот эти отломались, вот. Угу. Два уха. Там, на помпе. Дюралюминий-то отлетел, получается. Хорошо, есть новая помпа. Вот видишь, это старая, а это толстая, видишь? Которая у меня стояла, вот хорошая. Зашумела, видишь? А там вообще тоненькая. Вот, друзья, ну что, мы сейчас едем за прицепом, который оставили вчера на реке. Его забираем, цепляем за вездеход, приезжаем сюда. К этому времени уже Виктор Владимирович чинит помпу, ставит на место и едем в город. Такой план.
Все серьезно. 40 идем, да? 55 километров в час в нашей суровой дикой тайге. По-моему, на водомете даже так никто не гонял. Следов нет. Следов поползновения нет, никто не подходил, зверя не было, ни хищного, ни маленьких пушных. Самая основная проблема то, что вот этот водилина под шар, а здесь у нас такой старенький крюк. Ой, нож какой ласковый. Прям радует нож. Села, да? Нет. Нет? Термоусадка. Да. Я сказал это слово. Термоусадка. Я его первый вспомнил. Руслан запускает свою горелку. Примус. Очень интересно. Делаем термоусадку. Снизу подведи. Вот так. На морозе. У нас шара нету. Вот бьем его под этот прицеп. На меня. Почему на тебя? Ты снизу посмотри. А, нет, туда, в ту сторону. Олень ты. Олень. О, стоп. А он и не одевается. Загляни-ка. Так, стопор. Стопор сел. Сейчас нужно еще понял. немножко Валер, залезь наверх. Ага. доделать. Сейчас мы его доделаем. Давай. Надо, чтобы она защелкнулась. И на эту нажми. А? На эту. На ручку нажми-ка. О, Давай. все, видите, защелкнулось. Еще защелкни-ка до конца. О, все, Все. Подружили, да? да, подружился. И сейчас еще тросом, да, привяжем? Ну сейчас тросом еще привяжем. Смотрите, палец горят. Смотри, можно же еще перчатки сохранить. Пальцы горят. Рок-н-ролл. А, типа такого, да? Да. Ну как-то так. Дик. Ты как, не устал? А, Тик? Это камни. В наших условиях в горной реке находим талик, пробиваем пешней, находим более подходящую локацию, где можно набрать чистой, вкусной и полезной воды. О, пойми.
Вон туда надо идти. Друзья, ну что, наш вездеход-тур продолжается. И сейчас у меня будет замечательная возможность испытать себя за рулем настоящего вездехода. У нас уже практически конец поездки. И я вот убедился, что вот эта машина, она просто, я не знаю, везет, в общем, везет. И я думаю, Евгений по дороге нам расскажет о своих впечатлениях, об основных моментах владения данным вездеходом. Вездеход Петрович. Так, ну что, проверяем нейтраль. Запускаем, да? Да, заводи. Да, подгазовывать даже не нужно. Так, ну что, в принципе, дорога у нас тут более-менее хорошая. Можно сказать, по наледи поедем, поэтому можем хорошо пообщаться. И так, трогается. Все, сразу вторую. Все плавно, мягенько. Аккуратно. Жень, расскажи, сколько ты уже владеешь этим вездеходом? 4 года. 4 года. И как твои впечатления? В целом отличные. Я просто на нем бывал там, где никто не ездит. Ну, у нас, как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров, но эта техника, она везет очень много. И постоянно мы ездим на далекие расстояния. Вот, допустим, в том году я ездил, но это, конечно, исключение было для меня. Для меня все говорили, что это глупость. Я ездил на речку Дянушку, а это очень далеко. Кто не знает, это только вниз по реке Лена больше 500 километров. Вот. Это уже Жиганский район. Там дорога очень сложная была, но как бы мы добились своей цели, да. Вот. Но больше я так сказал, что так ездить не буду, потому что это, конечно, надо всегда, чтобы была какая-то вторая техника, чтобы помогать. А так, когда вдвоем, конечно, ездишь нормально. Ну вот сейчас мы вышли на колею, да, такую более-менее, мы уже тут накатали. Очень комфортно рулится, да? Ну да, у него здесь 2 гидроусилителя, то есть у него здесь гидроусилитель и электро. Электро я сейчас пока мы отключили, сейчас пока ты на гидравлике работаешь. Ну, чтобы было для более комфортного. Я просто не знаю, я не пробовал. Можно, конечно, включить электропомогач. Просто я не знаю, они будут с друг другом дружить и будут помогать, чтобы рулить. Нет, ну достаточно комфортно рулится, да? То есть, в принципе, тогда надобности, наверное, нет. Ну да, тут как бы ты едешь просто уже, если тем более по накатанной, то есть ты уже как бы выбираешь себе дорогу, она тебя сама, ты же сам видел, ездил, уже прокатились, все увидел, стиль моего вождения. Да, есть как бы и агрессивная езда, есть и плавная езда, разная. То есть в зависимости от дороги, от местности и всего остального. Где по наледям идешь, ты потихоньку, конечно, сбавляешь ход. Вот. Боишься в основном провалиться, основная масса. Толстый лед, там провалишься и потом лебедку растягивать и и уже читаешь дорогу. Самое главное здесь вообще на горных речках надо читать речку. Это что летом, водометчики знают, что зимой. Зимой то же самое. То есть надо эту реку читать. Вот. А если ты не знаешь, как ехать, не каждый может здесь просто вот так вот просто взять и поехать. У меня есть, конечно, учитель, который меня научил именно ездить по наледям. И благодаря ему я могу сказать, что он меня обучил всему, как стилю вождения именно по наледям. Потому что я, когда первый раз попал на горную речку, я ехал, во-первых, с открытым ртом, и я даже не знал, куда ехать. То есть настолько все это опасно и непонятно, куда ты едешь вообще. То есть где провал, где может быть пустота, где
вот сейчас мы видим, допустим, здесь надувы, да, вот бугры вот поднятые, да. Вот здесь вот, если ты в нее заедешь, ты можешь провалиться в нее, вот, потому что она надутая. Так, а тут на первый лучше? Здесь ты можешь, в принципе, нет, на второй так потихонечку, малый газ, и она у тебя идет спокойно. Вот. Спокойно, комфортно Я, едешь. кстати, как будто заметил, что несмотря на то, что здесь бензиновый, да, двигатель от Нивы 1.7, он как будто из низов как-то, У него за счет, занижение. да, у него занижение за счет редукторов. У него заводские редуктора. То есть это же завод придумал, они все же рассчитывали. Это не просто кустарщина, которую в гараже собрали, а у них все это просчеты, то есть просчитали, как, что, где. Ну тут как бы я особо доработок таких, чтобы в заводские доработки я не лез. Единственное, я тут, ну, они, конечно, уже со многими, ну, допустим, с этими редукторами, да, у них там на заводе были ошибки, ну, именно в самом конструкции редуктора внутри шестерни были неправильные. Вот, и я им написал предъяву, ну, то, что позвонил на завод, ну, они признали эту ошибку, сказали, да, действительно у нас такая есть недочет, был такой недочет, но сейчас мы уже, как бы, у нас редуктора уже доработанные. А эта машина 2012 года, то есть в 2012 году они только начинали только производить эти вездеходы. Вот, и у них не было, как бы, тоже, они сами не знали, хотя они, да, тестили ее, там, ездили, но в такие, как дебри, как я, они не ездили. Вот, ну, есть там, конечно, на ютубе можно посмотреть, как они ездили, но в такие условия они не ездили. Вот, и мы просто порвали редуктор, вот, и у меня отвалилось колесо. Для меня это был очень большой шок, когда ты едешь на вездеходе, представляешь, да, это хорошо, что было недалеко, как бы, от города, вот, в районе Намц. Но не я ехал за рулем, у меня отец поехал. Они поехали на рыбалку также, спокойно едут, все нормально, без всяких проблем. Раз, и у него колесо просто отвалилось, и он мне звонит и кричит: Женя, давай вези, у нас в запасе был хорошо редуктор. Я ему привез редуктор, и колесо просто так вот упало. Вот. Но они съездили на рыбалку, вернулись обратно, и по возврату у них перед Намской горой с правой стороны у них опять же и вторая сторона отвалилась редуктора. Вот. То есть колесо оборвало, срезало. Вот, ну, запасного редуктора нету, делать нечего. Пришлось вызывать манипулятор, грузить его на манипулятор, привезти его домой. Ну и, соответственно, с этой предъявой я уже написал, ну, все сфотографировал, полностью сделал видеообзор, как это, что, и позвонил на завод. То есть я еще только учился на нем ездить, вот, и никогда не сталкивался именно с такой проблемой. Вот. Ну и позвонил им, они согласились со мной, что да, у них были такие недочеты. Вот, они мне, короче, в запас, ну, то есть бесплатно, они мне отправили внутренности этих редукторов, шестерни там и все остальное, короче. Вот, это абсолютно бесплатно, я денег вообще не отдал, ни копейки за это. Вот. Но я купил у них в запас еще один редуктор. Вот. Стоимость одного редуктора 120 тысяч стоит. Вот. То есть это не такая дешевая техника, чтобы просто так ездить. Ну, то есть 120 тысяч, представьте, у нас тут 4 редуктора, это уже 480 тысяч только редуктора, не считая колес там и всего остального. Вот. Но я его, конечно, брал с рук у своего друга, а он купил его в Комсомольске на Амуре. Ну там как бы они вроде тоже ребята аккуратно. На нем, кстати, когда он его купил, на нем было там, наверное, 6-7 тысяч пробегу. Вот. И когда я забрал у своего друга, у него было 11 тысяч пробегу.
Вот. Ну и сейчас на спидометре мы видим 22 195. То есть я 11 тысяч километров я проехал именно по таким вот местам. Ну, то есть уже для меня показатель. То есть здесь же, как, допустим, моточасы там и так далее, да, а тут уже все по-другому считается. То есть ты, ну как здесь дорога где вот, тут нету дороги, тут просто ты едешь и, представляете, 11 тысяч километров именно по таким условиям дороги. Не по ровным трассам там, а именно по вот таким вот дорогам. Да, вот я сейчас еду, тут наледь, вода выступает, разбитый лед уже, да, то есть... Ну, здесь... Ты его используешь в основном в зимнее время, да? Да, летом я его не использую, потому что у меня есть лодка, чтобы ездить на лодке. А на нем ездить, ну, первое, что, как мы с отцом его жалеем, ну, нам жалко, чтобы грязь вот это вот месить, вот это, ну, как бы есть техника, да, она же, у нас же много вездеходов там всяких разных, то есть она для каких-то условий. Вот мы взяли именно для зимней рыбалки этот вездеход, чтобы ездить на зимнюю рыбалку. Вот. А так летом, конечно, мы ездим на лодках, мотаемся, катаемся, вот, по наледям. Вот сейчас, кстати, вот здесь полыня будет, здесь маленько чуть поаккуратнее. На первый делаешь? Не, ну ты также на второй иди, просто плавнее. Просто если, допустим, у тебя какой-то провал будет, ты, если там он затормозится, тогда ты переключишь на первую. А так вот потихонечку, смотри, сейчас он у тебя раз, будет потихоньку проваливаться. Вот. К берегу сильно не прижимайся, потому что тебя, вот, видишь, ну, то есть, что и следовало ожидать, тебе нельзя было туда прижиматься. То есть, ты, если ближе к берегу, там, видишь, снег, она... меньше... Да, то есть, лучше по воде ехать. Сейчас вот потихонечку. Это просто вот как бы не в голове как бы не укладывается. То есть, мне кажется, не знаю, даже на джипе с большими колесами, ну, во-первых, может быть, можно проехать, но это очень опасно. Не, во-первых, тут на джипе понятно, что можно проехать, да, но в первую очередь это небезопасно, как ты правильно подметил это, потому что эта техника не плавает, а этот вездеход, он плавает, то есть даже если ты провалишься в воду, глубокая вода будет, налить там или еще что-то такое, он просто будет держаться над водой и никаких проблем там не будет, ты не утонешь на нем, то есть это в первую очередь его безопасность. То есть, когда я покупал эту машину, я понял, что эта техника, она очень безопасная. Потому что я раньше ездил на ГАЗ-66, у меня есть УАЗик бортовой, там тоже самодельные будки. И мы ездили на рыбалку. И, как бы, меня, конечно, не довелось там проваливаться, но по слухам и по вообще, как люди тонут, там машины потом вытаскивают с этих пустот там, и еще так далее. Я понял, что эта техника именно предназначена для таких вот целей. А тут независимая подвеска, тут получается с каждой стороны по 2 стойки, 4, получается 2 пружины, то есть с каждой стороны по 2 пружины. Плюс у него идут не мосты, а идут привода. Вот. Привода, в принципе, они заводские, опять же заводские, ниловские. Вот. Там ничего такого изменения нету. Единственная палка, которая вот сама наш этот, скажем, как он, вал это, да, длинный, а? На месте. Да, вот он, у него длина, допустим, у Нивы стандартная 35 сантиметров, а у этого 50 сантиметров. То есть у него для вылета, ну, то есть колея же широкие колеса, поэтому сейчас вот потихонечку здесь. Это мы уже на Алдан вышли? Да, это уже мы на Алдан выходим. Тут немного осталось. Видишь, какие здесь провалы? Да. Здесь провалиться, если ты не знаешь, ты можешь просто провалиться. А ямы здесь очень глубокие. И лед он, кстати, хорошо очень держит, потому что, ну, допустим, если обычная техника проезжает, то ему там надо, там, чтобы было не меньше 20 сантиметров, да, там, вот.
то мы на нем ездили, я сам лично проверял, ну, вот так пол ладошки он спокойно держит, то есть где-то сантиметров 7 он спокойно держит его, ну и уже безопасно, то есть ты можешь на нем проехать. Но это мы проверяли его пустым, а если, допустим, его, конечно, ты когда пригружаешь технику, да, тут уже ему надо чуть-чуть побольше льда, вот. Но опять же, тут под снегом же не видишь, куда ты едешь. Сам же видел, как мы двигались. Там ничего непонятно. Просто едешь потихонечку, проваливаешься. Вот. Ну и, соответственно, там пустоты могут быть. А пустоты, они разные бывают. Есть и 2 метра глубиной, есть и 3 метра, и 4 метра глубиной. По-разному. Так что надо потихонечку, аккуратненько. Главное, знать, ну, читать реку, да, читать лед. Да. Это, я же говорю, тут надо читать речку. Вот. Но я не говорю, что, конечно, я там ее прям на 100% знаю. Нет. Тут никто не может знать, даже самый опытный, наверное, рыбак. Просто ты уже смотришь как бы примерно, приблизительно, как ты можешь проехать. Потому что, помнишь, даже мы по таликам проезжали, да, вот и смотрим, ну нету, просто негде проехать. И ты вот смотришь, высматриваешь примерно, где ты можешь проехать. Вот. Помнишь, даже пару раз мы выходили, брали пешню, проверяли. И это, кстати, очень важно. Прежде чем ехать, надо проверить, взять пешню и впереди себя продолбить, потому что, не дай бог, допустим, если там пустота будет, да, и она глубокая, когда мы, помнишь, подъехали, я провалил первым колесом, да, он у нас накренился, я сразу раз назад сдал, вот, потом чуть-чуть правее мы сдали, опять мы с тобой опять провалили лед, вот, потом вышли, посмотрели, помнишь, пешней мы просмотрели там и заглянули под наледь, именно чтобы посмотреть, как, что там, какая пустота, и более-менее выбрали траекторию и проехали, помнишь? Да. Так, вот сейчас мы заезжаем на берег Алдана. Так, вот я иду, вторая повышенная, да, это сейчас? Да, это у тебя сейчас вторая, по-моему, повышенная, я даже, по-моему, нет, вот сейчас, да, у тебя вторая была. Сейчас первая. Сейчас на первой передаче. Вот сейчас здесь у тебя будет такой подъем высокий, и там наверху высокий крен. Так что потихонечку, аккуратненько. На первой? Да, я на первую пониженную здесь заезжаю. Ну, просто ты уже видишь, стиль вождения уже понял как. Ну да, здесь надо, конечно, больше даже опыт, да, понять машину. Да, то есть... Это ладно, в городе на асфальте ты там хоть понимаешь быстро, как ехать. Не, здесь надо понимать, куда ты едешь, как ты едешь. Тут, во-первых, разные условия. Вот сейчас раз, спокойно. Я имею в виду, что тут и по наледям идешь, по колеям, да, по глубокому снегу. И в каждом, ну, надо понять, насколько хорошо, как идет машина. Ну да, вовремя переключиться. Ну, допустим, если ты дорогу бьешь, там в любом случае ты идешь на пониженную, потому что не надо ее рвать. А вообще надо всегда на пониженную проходить, ну, чтобы машину не напрягать, чтобы она просто плавно проходила. Потому что, не дай бог, ты где-то встал и застрял просто. Вот. Зачем это надо? Потихоньку ты не рвешь, не напрягаешь машину, она у тебя ни редуктора не рвет, ничего, они занижены у тебя спокойно. И ты едешь, проезжаешь. Вот, ну что, мы прибыли на базу. Сейчас еще продолжается наша поездка. То есть сегодня у нас такой путь домой. Вот, ну, я думаю, что вы сами видели, да, то есть в кадрах, как идет эта машина. Особенно меня удивило вчера, когда просто Ниву сломанную тащили прям, можно сказать, по снегу, то есть в колею не попадает. Волоком, да, буквально. Вот, поэтому, конечно... Ну, и она весом у нее 2 тонны. Не Ниву, там вездеход, Марш 1, Бронтон. Ну да. Серьезно, причем с прицепом тянули ее.
проваливались в пустоты, ехали по наледям вслепую, в темное время суток и просто не успевали по времени. GPS-локация еще была Да, вчера. и благодаря Руслану, у которого есть очень интересные часы, в нем находятся там карты, отбивали. Вовремя Руслан опомнился и сообразил, сориентировался и включил трек. Благодаря этому мы практически прошли основной путь. А потом там оставалось, насколько в районе... Ну, это именно когда, потому что мы возвращались с вами, и был, помните, началась пурга. Вот, и Вот в это пургу вообще всё просто... перемело. Да, и следов уже не осталось, и мы Жесть, потихоньку ехали. Жесть. Считай, наледи все. Сразу, все наледи, все, пустота, что делать, куда Опасно, идти? опасно. Опасно. В темное Да. время суток здесь вообще опасно, оказывается. Ну, обычно я всегда включаю GPS. Просто в этот раз как-то, ну, знаете, подумал, ладно, не буду. Вот, ну, хорошо. Типа по памяти. По памяти, да. То есть я уже здесь был, поэтому я по памяти. А так, вот, когда сталкиваюсь с такими проблемами, уже сложно. Ну и, друзья, хотим напомнить, что в любую поездку, пусть это даже будет поездка на шашлыки, всегда берите, если это зимнее холодное время суток года, теплую одежду, все, что вам может понадобиться, берите навигаторы, включайте, не забывайте про них и всегда помните про батарейки, берите с запасом, пауэрбанки и так далее. В общем, как можно более серьезно нужно себя обезопасить. Вот. Да? Да, обязательно. Спасибо. Всего доброго. Классная машина. Друзья, и один немаловажный и очень, я бы сказал, даже важный момент. Любая ваша поездка на природу, на реки, на горные и так далее, вы должны точно знать свой маршрут и знать, какие территории вы будете пересекать или в каких территориях будете находиться. Для чего это делается? Для того, чтобы не попасть в какие-нибудь неприятные ситуации. Например, перед выездом на реку Тукулан мы взяли вот такие вот разрешения. В нашем случае их выдала Дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков. То есть это разрешение на посещение особо охраняемых природных территорий республиканского значения. В вашем случае это может быть также и федерального значения, да, то есть территории. То есть всегда выясняйте, куда вы едете, всегда изучайте информацию, кто выдает разрешение и так далее. Это будет лучше, чем если вы будете не отдыхать, а все время волноваться, что приедет, вас кто-то выгонит или оштрафует. Наша поездка подошла к концу. Это был отличный опыт и незабываемые впечатления. Себе я поставил еще одну цель – побывать летом на реке Тукулан. Если получится, то обязательно вам об этом расскажу. Это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия 24. До новых встреч в эфире.